делать предпосылки того, что патриотом его потом на школа и не пойдет в школу, а где он будет учить русский язык? Это заранее готовит делать предпосылки того, что патриотом его потом назвать никак нельзя не будет. Просто будущий бандит. Надо другие какие-то искать способы. А по поводу того, что мигранты нам нужны в любом случае. Ну, во-первых, дети, которые не знают русский язык, они не граждане России. Если они хотят учиться в наших школах, они должны уже подготовиться, нанять преподавателей, потому что очень много жалоб, с учетом того, что дети приходят, не зная русского языка, они оттягивают полностью весь класс. Этот закон мы не поддерживаем, федеральный, в этой части. Мы будем напрягать федерального законодателя, чтобы он нашел подходящее решение, Лилия Николаевна. Мы нуждаемся в мигрантах. И дети должны проходить учебу. Законопроект о запрете принимать в школу детей мигрантов, не знающих русский язык, усиленно продвигает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он планирует, что парламент России рассмотрит документ до 10 декабря. Если его примут, то в российские школы иностранные дети без знания русского языка не смогут поступить уже с 1 апреля следующего года. Если он не знает русский. Endi to'g'onlar, я скажу свою. Boshqirdistondan boshlayman. Boshqirdistonda hali bu narsa ko'tarilgani yo'q. Tatarlar ko'tardilar. Добавлю mana men o'zimni o'zbek qonim bilgani uchun o'zbeklar yog'in olib turib, oni qirinda qirg'iz, tojigida bor. Butunisini olib turib, men скажу так. Пока у нас нет независимости, пока bizning mustaqil o'zimizni Boshqirdistonimiz bilan Tataristonimiz yo'q, bular baribir manqurtlar, nechik qilansalarda bular не могут перепрыгнуть. Esingizda bo'lsa, один раз вот так же депутат в таком же месте в татарском Курултае, так скажем, пропизделся насчет сына Кадырова. Потом, блядь, Минниханов поехал извиняться, помните? И дарил ему цветы, грубо говоря, блядь. Поэтому, исходя от этого, bizda bu хуйня сүзгіне. Вот хазар они просто пропиздошились, будет оно или нет, неизвестно. Но Москва скажет, нихуя подобного. Все, так и будет, нахуй. И все. Или еще вот эта узкая община добавится еще. Поэтому мында біргене юлы бар. Татарстан менен Башкортстанга иммигрантлар келуі яғы біргене. Bütün әйберләрне можно приплюсовывать мында, но смысл юк. Біргене мында. Татарстан менен Башкортстанда мәктәпләр татар һәм башкорт телендә булса, bütün иммигрант только безгә генә килә, һәм урыс зонасына теләгәне генә бара. Урыс телен белгәне генә барырга может. И все. Это, так скажем, в данный момент вот такой способ, так скажем, пока нет независимости. Так скажем, мягко. Это мягко я говорю. А так, bu куттак башларга, мына монда утырган куттак башларга мен әйтер идем. Мәскәүгә каршы сугышырга барырга кирәк. Вот и все. И сегодня еще добавлю, целый час слушал, чисто из-за Ишмурат Хазрата я слушал Габбасова. Что же они говорили? Итог какой? Они говорили, но они из территории Башкортостана не выходили. Грубо говоря. Мәскәүгә сугышырга алар әндәгәне юк. Ә мин һәр вакыт башындан ук только Мәскәүне сигергә. Чөнки һәммә зарарлык, һәммә яманлык Мәскәүдән чыга. Аны башкорт, татар, казак, үзбәк, кыргыз, таҗик шуны аңларга тиеш. Шунарга мына бу депутатышкалар, булар бөтенесе манкурт. Берсе дә без яклы түгел булар. Булар хәзер шул деревянный рубльны акчаны ашап яталармы?
значит, олар безне кеше түгел булар. Безгә барыбер булар аякка, как говорится, аяк чала торганнар. Булар аяк чала торган кутак башлар. Шунарга буларны гапы ноль. Ноль вообще, блядь. Булар гапыра урады, как говорится, Путин кыла урады. Поэтому мы должны организовываться. Башкорт, татар должны, как говорится, пойти, как говорится, уничтожить Москву. Все. Только так. Давайте. Алга. Сунми, что ли?